Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Ваш суженый ряженый. Кто он, где он, как он выглядит. И если высшие позволят, возможно, и укажут на имя, либо хотя бы на инициалы. Загадайте, пожалуйста, на себя, на свою судьбу и на своего суженого ряженого, судьбою обещанного. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Вот кто-то ко мне точно пришел после каких-то очень токсичных, губительных отношений. Либо такой губительный был брак для вас. А кто-то еле-еле ноги унес от мужчины. Вот такой вот он был агрессивный, злобный и опасный тип. С одной стороны, вам, конечно же, хочется личного счастья. А с другой стороны, вы побаиваетесь довериться человеку снова, да, довериться мужчине снова. Учителя, да, плохие учителя у вас были. Значит, мои хорошие, сейчас, в данный период времени, у вас есть поклонник, у кого-то даже не один поклонник, но вы выбираете, да, вы выбираете, потому что нет контакта, да, нет этой искры с человеком. Кто-то, вот я вижу, встречается от скуки, наверное, от скуки встречается. А кто-то с кем-то переписывается, и у вас вот такой флирт, такая интернетная любовь, назовем ее так. Смотрите, мои хорошие, своего суженого ряженого вы еще не знаете. Не знаете. А у кого-то отыграется, что человек в вашей жизни-то был, да, сейчас его нет, и сейчас он проходит невероятную трансформацию. Он вернется, но вернется совершенно другим человеком, незнакомым вам человеком. Вот так, мои хорошие. Если у вас в прошлом были очень серьезные отношения, которые, ну, грубо говоря, не закончились, а оборвались, там вы могли разъехаться, мужчина мог пропасть, ну, вот такого плана, да, когда вот как рубанули, и все как бы рассыпался ваш карточный домик. Это тот мужчина, не так идет. Сейчас у него трансформация. У кого отношений не было, ну вот прям таких, которые оборвались, да, все логически завершалось, то своего суженого ряженого вы еще не знаете. Вам предстоит с ним познакомиться. Понятно, что у вас много, вы все разные, а отсыпка она одна. Так, ну давайте пойдем по вам пройдемся. У вас здесь показали с мечом наголо. Вы, мужчина, этим мечом так бьете, так рубите, аж щепки летят. К вам так просто не подойдешь. Вы мужчин видите насквозь. Знаете, как рентген, такой сканер, да? Видите, и то, что вы видите, вам не нравится. Да, это не устраивает вас. Вы понимаете, что нет, на это время я тратить не хочу. Однозначно нет. Рубите правду матку в лицо, в глаза. Да, ну, палец в рот не клади. Вы такая. Вы такая. У вас, кстати, легенды ходят. Легенды. Какие-то вот мужички тут трутся с левой стороны. Отказнички такие, да, которым вы отказали. Ой, они о вас тут легенды распускают, что вы такая злючая, что вы там фригидная, что вы, да вообще не женщина. исчадие ада, такая ведьма, а не женщина. Ну, гадости говорят. Вы-то думаете, что женщины про вас гадости говорят? Не-не-не, это вот такие мстительные мужички.
им бы юбочки, да покороче, да, вот это ихняя одежда, чтобы все понимали, кто перед ними стоит. Два мужика распространяют о вас сплетни. Ну, это же ужас, просто какой-то ужас. Но вы им так достаточно жестко отказали. Разобидели вы бедных мужчин. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, девочки, еще вижу вас хозяйкой жизни. Я вижу, что все, что вы имеете, вы сами себе приобрели, либо сами этого добились. И никто вам не помогал, а наоборот, даже люди пытались вам мешать. Мешать, отговаривать, перебивать, перекупать. Много гадостей вы повидали на своем веку. Даже вот если совсем молоденькая девочка зашла, прям тоже насмотрелась, дай Боже. Дай Боже, насмотрелась. Так что, мои хорошие, хозяйка жизни передо мной. Все везде схвачено, все везде налажено. У вас связи очень хорошие. По крайней мере, у вас много знакомых. Вы умеете с людьми разговаривать. Вы умеете быть и убедительной, и тактичной, и вежливой. Люди к вам тянутся. Да, люди вас любят, люди к вам тянут. Уважение к вам чувствуется. Понимаете? Уважение. В вашем окружении есть и плохие, и хорошие люди. Но хороших людей побольше будет, чем плохих. И вот хорошие люди желают вам личного счастья. Вот человек о вас вспоминает, думает, либо какой-то разговор идет, да, и о вас в разговоре вспоминают. И знаете, и один и другой, например, думает, ой, бы хорошего мужа ей, да, либо хорошую, счастливую личную жизнь. Вот от души вам желают, а потому что вы хороший человек, а потому что вас все любят. Вот желают. И высшие силы это все слышат. Слышат, воспринимают, что вот этой конкретной женщине нужно послать идеального мужа, либо близкого к идеалу мужа. Это все уже записано, не переживайте. Смотрите, еще за кого-то мама молится, либо мама, либо бабушка, а может быть даже и дочка ваша молится. Представляете? Молится за то, чтобы вы были счастливой. Так и хочется, чтобы вы были счастливы. Говорит, вот сама ничего не хочу, ну вообще ничего не надо, только лишь бы моя девочка, да, либо моя мамочка, либо моя внученька счастливой стала. Да, вот такие слова. Ну а как по-другому? Такая шикарная женщина, и умница, и красавица, и, возможно, спортсменка, или активистка, а может быть и то, и другое. Не, ну шикарная, просто шикарная. Вам бы отдохнуть бы поехать. Знаете, либо давно не отдыхали, либо если отдыхали, то как-то мало, не хватило вам отдохнуть. Вы бы себя гораздо лучше почувствовали, и у вас бы сил прибавилось вот по жизни, да, шагать этими 7-мильными шагами на зависть всем врагам. Ну и себе, конечно же, на радость. Отдых. Немножко нужно отдых, либо немножечко заняться своим здоровьем. Да, у кого-то так, у кого-то по-другому. Девочки, я вижу ваше будущее. Я вижу какую-то прибыль, либо какое-то начинание очень интересное. Но у кого-то отыграется свой бизнес, который вы начнете очень успешно вести, а у кого-то отыграется хорошая работа, либо хорошая должность. Пусть она, например, будет и не настолько хорошо оплачиваемая, но у вас будет власть в руках. Власти, вы быстро пойдете вверх по карьерной лестнице, дослужитесь до солидных высот. Даже если вам уже определенное количество лет, и вы думаете, о, там пенсия, туда-сюда. Не. Хороших людей, стоящих, вот прям, редко когда отпускают на пенсию. Это разве что сам человек настоит. Да, а кому работать? Мне почему-то кажется, что это какое-то ваше личное дело. Вот то, что вам нравится, то, чем вы горите, будет вам очень хороший достаток приносить, прям серьезные денежки. Вы вот как себя сами обеспечивали, так и дальше будете обеспечивать, но только в разы больше. Вот что идет. Так, мужчина, ваш суженый, ряженый. У мужчины, вот он, видите, скорпиона показали. Может быть, он знака скорпиона, а может быть, у него татуировка есть в виде скорпиона. Это вам как прямая подсказка идет, да, как его узнать.
А может, он дома разводит скорпионов, да, кто его знает. Либо у него на машине наклейка скорпион, либо на мотоцикле такая наклейка. Вот видите, четко показали скорпион, но без жала, у него нету жала. То есть человек дерзкий, человек добивается, да, привык добиваться своего, но при этом он не злобный, он не агрессивный, он не мстительный, да, как скорпиона. Вот кто знак зодиака скорпиона, есть такое. Если довести этого человека, то хуже врага, чем скорпион, ну, во всем мире не сыскать. А у этого жала, видите, нету. Он самое лучшее взял от знака скорпион, а худшее выбросил за задворки жизни. Человек идет, ну, проработанный, серьезно проработанный. Смотрите, почему я вот прям изначально вам говорила, да, у одних отыграется, что человек трансформацию проходит, прорабатывает себя, очень конкретно меняется, я бы сказала, полностью меняется. А у кого-то человек уже, да, новый, который появится, да, он уже все отработал, уже все прошел, закрыл, оплатил, трансформировался, перезагрузился, и оно же с ними, да, переродился. Но действительно, тяжелое прошлое идет у человека, либо какие-то очень нехорошие, тяжелые воспоминания. Не ждите, что он вам сразу все расскажет. Может быть, со временем, там, с месяцами, а у кого-то с годами. Вы только постепенно начнете узнавать, а что же такого нехорошего было в его прошлом, либо где он так страдал, мучился. Человек не любит об этом вспоминать, он не любит делиться этим. Разве что в каких-то поучительных целях он может рассказать о том, что с ним было, либо что он там пережил. Смотрите, девочки, вы этого человека встретите просто на улице. Просто на улице. Кто-то в парке будет гулять, да, либо кто-то будет утром бежать на работу, либо там в булочную за хлебом, я не знаю, парковать машину свою, забирать ребенка со школы, с садика. И у вас прям идет вот бум идет. Идет просто бум. Ну, мне тут два козлика показали. Ну, как будто бы вы рогами стукнетесь. Возможно, вы в этот момент поругаетесь, либо вы плохо друг о друге подумаете. Может, действительно, как столкнетесь, да? Ну, все же бывает. А люди бегут, там, кто-то в телефон, кто-то в часы, кто-то в газету, там, третий там вообще агу ловит. И вот могут столкнуться друг на друга, вот прям влететь, да, в друг друга, врезаться. Там, вы ему там дурак, а он вам, а сама такая, да, и разошлись. А воспоминания-то остались, а прям энергетику друг друга прям схватили, почувствовали. Просто на улице. Если это ваш знакомый, то вот прям действительно столкнетесь лбами где-то вот случайно. И если человек знакомый, то просто идет встреча на улице, шокирующая встреча на улице. Может быть, вы его даже сразу и не узнаете, а он-то ведь вас узнает. Вот, еще будете вспоминать, а кто это такой? А кто ты такой, мужчина? А потом как вспомните, ох, ну тут буря эмоций. Может быть, вам есть что ему сказать, либо вы начнете разговор с того, что «а где же ты пропал? А как же ты со мной поступил? Ах, ты такой негодяй». Вот идет негативная эмоция вот при вашей встрече. Как там говорят, от любви до ненависти один шаг, и также наоборот. То есть вы друг на друга будете агрессивить. Но потом эта агрессия сменится влюбленностью, любовью и самыми замечательными светлыми чувствами. Вы по характеру оба такие ядреные, по-другому не скажешь. Потому что двумя барашками показали. Вы, конечно, мужчине ничем не уступаете. А в некоторых моментах даже покруче, чем он будете. Но мужчина, слава богу, сговорчивый попадется. Его жизнь научила, что нужно уметь договариваться, что нужно быть в первую очередь дипломатом, что лучше плохой мир, чем хорошая война. Вы у него этому будете учиться, потому что вам, мои девочки, немножко не хватает этого момента. Вы, пожалуйста, на меня не обижайтесь, но я вижу, что вас жизнь заставила быть такой дерзкой и резкой. Да, то есть не думать о том, что я говорю, а жить именно эмоцией. Вы привыкли вот всего добиваться, выбивать. Поэтому и немножко не добираете по дипломатичности. Мужчина вас научит, не переживайте. Так, кто этот мужчина?
К сожалению, мне не показали его сферу деятельности. Может быть, в будущем еще буду делать отсыпочки, будем просить конкретно, чтобы показали, какая сфера деятельности. Здесь не показано. Единственное, что вы должны про него знать, то, что у него все хорошо. По финансам все хорошо. То есть человек упакованный. У него все есть, там машинка, домик, дачка, все есть. В каком качестве, какого объема, я, к сожалению, не скажу. Но он ни в чем не нуждается. Для него деньги – это не цель. Для него цель – это самореализация, саморазвитие. Вот такая у него цель. Ну, если он может себе позволить заниматься самореализацией, саморазвитием, я думаю, что у него там все тылы по финансам прикрыты. Так, еще по поводу этого мужчины. Имя. Имя, к сожалению, мне тоже не показали. Единственное, что я могу сказать, что имя у него какое-то короткое, либо каким-то коротким именем его называют. Ну, допустим, если он Михаил, то его будут называть Миша, либо вообще Миха. Если он Георгий, то его будут называть Игорь, да, либо там Гоша. Если он Александр, то будут, например, называть там, Алекс, да, то есть коротким именем его называют. И он любит, когда его называют коротким именем. Прям что-то у него прям пунктик на этом месте стоит. Имя это мужское, вам нравится, а у кого-то отыграется что-то прям любимое ваше мужское имя. Ну-ка быстренько подумайте, какое у вас любимое имя. Напишите в комментариях, прям интересно, какие у вас любимые мужские имена. Девчонки, у кого есть детки, возможно, созвучно имени вашего ребенка, мальчика. Так, еще здоровье у этого мужчины. Ну, здоровье у него немножко подорванное. Тут я лукавить не буду, обманывать вас не буду. Я вижу, что подорвано здоровье. Причем, скорее всего, в каком-то трагическом, да, трагическом моменте. Это могла быть авария, это могла быть катастрофа, это могла быть и драка, ну и, может быть, даже человек сидел, да. Может быть, да, там по молодости, либо что-то произошло такое, может, по ошибке его туда закрыли. Ну, немножко надорванное здоровье. Скорее всего, у него проблема с желудочно-кишечным трактом. Также вот какие-то вот внутренние, да, внутренние органы, может там печень, ну опять же поджелудочная, легкие, да, вот что-то есть. Он не на таблетках сидит, но скорее всего как должен проверяться, либо там диету соблюдать, ну что-то такое у него происходит. Послушайте, это совершенно не будет вам мешать, абсолютно не будет вам ничем мешать, наоборот, даже в каких-то моментах, ну, это мужчину сдерживает, да, сдерживает, там, чтобы лишнего не выпить, чтобы, там, не знаю, не быть толстым, да, чтобы там, не объедаться, не набирать вес. Ну, как бы это больше даже, ну, нельзя так говорить, да, плюс, ну, в принципе, это не страшно, да, это не фатально, это не страшно. Так, еще по поводу характера. Я уже сказала, мужчина после перезагрузки, после трансформации характер у него проработанный. Мужчина четко знает все свои тонкие места, узкие места, знает все свои сильные стороны, сильные черты, и он умело все это обыгрывает. То есть, если человек, ну, допустим, был не сдержанный, либо там дрочливый, когда он чувствует, что у него там негатив закипает в одном месте, он просто возьмет и куда-нибудь забежит, пока не остынет. Либо, если человек, например, в прошлом был пристрастен к алкоголю и завязал, справился с этой зависимостью. Может быть, сейчас он что-то может пить, там, пивко, либо там, ну, рюмочку, чарочку маленькую, там, 50 грамм. Вот, он знает свою дозу, и он, человек слова, он не станет пить больше. Что касается других каких-то аспектов, абсолютно адекватный, уравновешенный человек. Самое главное, что он умеет сам себя контролировать. Это какая-то высшая степень пилотажа, когда человек настолько себя проработал, что он может сам себя сдержать, удержать. И ему не надо об этом говорить, напоминать. Да? Он все это помнит, знает и делает. Он молодец. Так, еще про него. Внешность.
внешность. Но внешность, девочки, ну, вот как я вижу вашими глазами, либо очень знакомая, потому что этот человек был в вашей жизни и просто испарился из вашей жизни, либо внешность, которая вам близка, да, у вас вот есть какие-то свои, ну, допустим, стандартные красоты. Кто-то любит черненьких, кто-то любит светленьких, там, кто-то голубоглазеньких, кто-то наоборот там, темноглазеньких. Идет именно принятие его внешности, и вы его посчитаете красивым на самом деле, да, потому что он соответствует вашим вкусам, предпочтениям и стандартам красоты. Понимаете, девочки, о чем говорю? Может быть, он похож на какую-то кинозвезду, да, вы там журнальчик смотрели по сериалу, думаете, ох, какой мужчина, да, красавец. И бац, у вас вот ваш суженый приблизительно с такой же внешностью. Внешность у него незаурядная, вот чтобы вы понимали. То есть он посимпатичнее, чем другие среднестатистические мужчины. И он полностью вписывается в ваше восприятие мужской красоты. И по фигуре, и по внешности. Я просто вижу вашими глазами. И вижу, что то, что вы видите, вам нравится. Вы говорите, принимаю зачет, мне это подходит. Так, как у вас будут складываться отношения? Вернее, когда у вас отношения начнутся? Но здесь мне четко показали 2 периода. Понятно, что вы все разные, да и мужчины к вам разные идут. Да? Выделить какую-то одну дату, но это будет просто безумие. Это не личное гадание, где я могу вам назвать дату. Здесь дата не вышла, здесь вышли периоды времени. У одних девчонок, ну тут как, знаете, крайний переход сезона идет, когда у нас жара сменяется на более прохладную погоду. То есть, скорее всего, это смена лета на осень. Отталкивайтесь, пожалуйста, от ваших климатических условий. То есть идет пограничное состояние из жары в прохладу. Да? Если мы берем средние широты, то это переход лета на осень. Да, опять же, я не знаю, у меня очень много зрителей с разных уголочков мира. Опирайтесь на свой прогноз погоды. Вот у вас идет смена, ну даже не смена сезона, скорее смена температуры, да, температурного режима. Это первая дата. Не дата, а временной период. Второй временной период – это 100% Новый год. Новый год, конец года, начало Нового года. Да, то есть это декабрь, конец декабря, начало января. Вот такой идет. Кстати, возможно, даже Новый год вам идет как именно следующий этап ваших отношений. Возможно, на Новый год, либо перед Новым годом. Хотя мне кажется, что именно на Новый год мужчина сделает вам предложение. Предложение руки и сердца. То есть такой вот двойной подарок, тройной подарок. Я что не знаю, как у вас будет. Да, а у кого-то именно встреча произойдет в новогодние праздники, либо перед новогодними праздниками, либо в моменте новогодних праздников. Да? То есть вот такие временные периоды я вижу. Не обижайтесь на меня, пожалуйста, но поймите, сказать конкретно дату на несколько тысяч человек, ну так не бывает. Поэтому, мои хорошие, вы должны четко знать, что ваш мужчинка, он есть, он скоро появится, и отношения у вас будут замечательные. Начнутся они немножко скомканно, но потом перерастут в взаимную симпатию, влечение, увлечение, влюбленность, любовь, ну и все, до бесконечности полетите. Видите, у вас сердце такое красивое, большое. Этот мужчинка не только вас будет любить, но и защищать, он будет вам помогать. Он, девочки, разгружать вас будет от ваших забот, от ваших сложностей, от, знаете, как всяких состояний, может быть, нехороших. Он будет как подружка вам. Такая подружка, с которой можно и поболтать, и посплетничать, что-то обсудить. И в магазинчик с ней можно будет сходить. Такой приятный мужчина. Девочки, вы скрасите жизнь друг друга, это я вижу. Выйдете ли вы за него замуж? Ну, честно скажу, 90% точно выйдет. Тут даже без всякого вопроса. А вот 10% девочек будут этому мужчине долго мозг выносить. Потому что девочки напуганные, девочки непроработанные, девочки, которые не занимались своей психологией
и которым будет страшно. Вроде как любовь есть, и встречаете у вас хорошо. А как только он за серьезное говорит, а у вас прям дрожь под коленками. И вы такая, опа, и нырнула в прошлое. Сложно вам будет, конечно. Он будет помогать вам. Но тут, может быть, период ухаживания растянется. Действительно растянется. В целом мне отсыпка понравилась. Пусть не так много информации мы получили, но контуры вашего будущего хорошие прорисовались. Вот мне очень нравится. Я за вас очень рада и очень счастлива. Давайте еще посмотрим на оракуле. На оракуле. Что нам скажет оракул, либо подскажет, может быть, советик какой-то даст. Может быть, про мужчину что-то расскажет, да? Просто зададим вопрос. Так, мои зрительницы, что должны сегодня узнать дополнительно? Что должны узнать мои зрительницы о своем суженом ряженом? Ну, сегодня вам открылась большая тайна. Сегодня вы стали умнее, мудрее. Девочки, ну вы видите, да? Открылась тайна, песочек раскрыл вам тайну вашего будущего. Вы женщина-лисица, в хорошем смысле этого слова, а мужчина, который идет к вам, ну просто орел-сокол, да? Ясный сокол. У вас все начнется через косу. Ну, коса это, сами понимаете, да? Вспылите друг на друга. Вот. А потом, вот он ваш кораблик любви, вот она ваша дружба, вот она ваша любовь и преданность. И это действительно судьба. Судьба быть вам вместе. Конечно, вас никто принуждать не будет. Типа, вот этот мужчина и больше никакой. Это так не работает. Никого нельзя принудить. Это ваш выбор и только ваш выбор. Это, видите, отпускайте свое прошлое. Либо человек, который идет, да, также будет связан с вашим прошлым, вернется из прошлого. Ох, мои хорошие, ничего не бойтесь. Смотрите, что у меня на конце колоды, а? Красота какая, да? Вот это ваше будущее. Ничего не бойтесь, ни о чем не думайте. Даже если это мужчина из вашего прошлого, даже если он как-то некрасиво исчез из вашей жизни, да, отношения оборвались. Ну, как я говорила, да, у него тяжелый был момент жизни, и он все это отработал, все это уже проработал и стал абсолютно нормальным, взрослым, адекватным мужчиной. Причем, ну, такой, знаете, прям со звездочкой во лбу. Вы меня простите, но это так и есть. Очень тяжелое прошлое у мужчины, которое он будет тщательно оберегать, хранить. Не то, чтобы он его стесняется, просто, ну зачем? Зачем это повторять? Зачем вообще об этом говорить? Да, вы об этом узнаете, но узнаете со временем. Очень крепкие по башне у вас идут отношения. Отношения, которые меняют все и сразу. Меняют и жизнь, и судьбу, и все ваше дальнейшее существование. Не только для вас, но и для мужчины. Ну и вот эти карты, они же обо всем говорят. Да, любовь на двоих, прекрасная, счастливая семья. Ну и последняя карта, да, это карта семьи. Мои хорошие, счастье есть, и оно уже рядом с вами. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.